киностудии «Чувашкино» и архиве электронной документации прошло самое долгожданное мероприятие года «Ночь в архиве». Участникам акции удалось попасть в святая святых киностудии «Фильмохранилище». Здесь хранятся более 10 тысяч фильмов и киножурналов. Среди них имеются первые чувашские киноленты, которые снял Иаким Степанович Максимов-Кошкинский. В фойе второго этажа гостей встречала экспозиция кинопроекционного оборудования и коллекция фотооборудования Александра Мовчана, которая насчитывает свыше 200 фотоаппаратов. Мы решили в этом году посвятить «Ночь в архиве» трудовому подвигу строителей Казанского и Сурского рубежей и 76-летнему юбилею победы над фашистской Германией. Для этого мы подготовили фрагменты фильма, которые мы сейчас снимаем уже на протяжении более чем полугода. «Сюда не ступит нога врага». Фильм будет сниматься и будет представлен зрителю на чувашском языке и на чувашско-русском языке. Посетителям «Ночи архива» удалось посмотреть не только отрывки будущего фильма, но и пообщаться со съемочной группой, актерами и другими участниками кинокартины, которые с удовольствием поделились своими впечатлениями. Съемки проходили очень интересно. Погода стояла намного мягче, наверное, чем наши деды и бабушки в тот момент, когда рыли этот оборонительный рубеж, потому что по их рассказам в те времена, в тот 41 год, погода на улице была очень суровая, морозы доходили до 45 градусов. Вот во время съемки фильма у нас погода была где-то около 30. Мы преклоняемся тем труженикам, которые действительно трудились. Мы на себе испытали, что такое трудиться, хотя это была чистая инсценировка. Мы от всех там не трудились. Режиссер-сценарист фильма Алексей Енейкин в кинокартине старался воссоздать все до мельчайших подробностей. В морозную зимнюю погоду актерам приходилось ходить в лаптях, чтобы полностью прочувствовать состояние девчонок и женщин, трудившихся на оборонительных рубежах. Потом у нас был момент, когда мы приехали, и нам нужно было сняться в бане. Вот именно в той бане, черной бане, где не отапливается, спали эти девочки. А чем мы выдержали все эти испытания? Благодаря тому, что мы были позитивны, что мы радовались. Даже в такую трудную минуту женщины и девушки умели радоваться. Огромную помощь в съемках оказал Ядринский район. Кроме организаторских моментов, они сами стали участниками кинокартины. Фольклорный ансамбль «Сарьень» Персиланского сельского поселения, вдохновившись участием в съемках, представил инсценировку о жизни строителей оборонительных рубежей. Зрителям также была презентована фотовыставка из альбома старшины Коновалова, которая рассказывает о судьбе ветерана Великой Отечественной войны Александра Коновалова. Во второй части мероприятия «Ночь в архиве» гостям показали ролики, посвященные 85-летию Министерства культуры Чувашской Республики, деятелям культуры и искусства, ушедшим в 2020-2021 годах, а также интервью полковника запаса Василия Прокопьева, работавшего на космодроме Байконур более 20 лет.